вопросы должны быть адресованы и только конкретной тематике. Комментарии? Комментарии есть, но вопросов нет. Хорошо. Можно комментарий? Да, да. Уважаемые участники мероприятия, я, конечно, хочу сказать, что никто в Таджикистане не рад тому, что кто-то сидит в тюрьмах. И, конечно, каждый человек имеет человеческие чувства, и я, конечно, не могу осуждать то, что их семьи хотят, чтобы они были освобождены. Это естественно их право. Но одновременно я осуждаю лично, что какая-то политическая сила хочет сделать из трагедии этих людей свой политический капитал. Это неприемлемо, если мы, как люди, хотим сделать из трагедии этих людей и этих семей для себя политическую карьеру, для себя здесь сделать бизнес и сделать так, чтобы именно их трагедия стала причиной развития нашей политической деятельности здесь. Это неприемлемо. Первое. Второе. Насколько известно, в законодательстве Таджикистана нет положения или не предусмотрена уголовная ответственность за политические убеждения. Члены партии Исламского Возрождения, они были осуждены за конкретные действия, а не за членство в партии. Потому что, если поверить той цифре, что в партии Исламского Возрождения были членами 40 тысяч человек, то сегодня в тюрьмах находится 57 членов Исламской партии Возрождения. И еще 50 человек, я почему-то говорю, потому что при приезде мы запросили Генеральную прокуратуру, чтобы нам дали вот эти факты. Около 50 человек находятся в розыске. Это всего около 150 человек. Но 39 850 человек, они свободно живут. Если бы кого-то осудили за членство в партии Исламского Возрождения, когда можно было бы сказать, они политзаключенные, то это 39 человек спокойно живут. Были осуждены только те люди, которые были конкретно вовлечены в этот момент. И я скажу вот последний разрешите. Есть очень интересный документ. Буквально 12 сентября, за один день до приезда сюда, наша группа встретилась с господином Махмадали Хаид. Прямо в месте заключения. Те факты, которые говорят, что он находится в тяжелых условиях, или ему сломали ноги и руки. Я как человек говорю, что это 100% неверно, потому что мы заявляем, что Махмадали Хаид цел, здоров, не жалуется на условия содержания. И он написал собственноручно вот такое обращение к вам. Вот его письмо. Не, это документ, разрешите еще минутку. Если вы уважаете его, хорошо. Вот он написал, я думаю, что вы его почерк узнаете. Он написал, что вот я здоров, не говорите обо мне это. Пожалуйста, вот я могу представить вам это. Да, конечно. Спасибо большое, господин. Но почему вы не хотите узнать правду о его положении? Это интересно.